Вы смотрите новости в субботу, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот чем завершается неделя. Вирус не ослабевает, а нарушителей антиковидного режима меньше не становится. Наиболее часто нарушения выявлялись в частных медицинских организациях. Кому нельзя ходить в гости на новогодние праздники, узнала Юлия Гоголева. Пережила войну и коронавирус. Значит, здоровый и хороший был. Как в 101 год жительница Татарстана победила ковид. Подробности у Натальи Мезиной. Снова лучшие. Игра была непростая, но, конечно, радости намного больше. В Кремле прошел президентский прием волейболисток республики. Как они чувствуют себя после всероссийской победы, узнал Рамиль Шайдуллин. О непростом бюджете, выборах и в целом пандемийном годе. Главное, чтобы люди не разуверились, не разочаровали. Как Фарид Мухаммедшин оценил 2020 и чего ждет в будущем, узнал Дмитрий Аренин. Республику накрыла метель. С 5 часов вечера введено ограничение движения междугородних автобусов, а с 19:00 для грузового транспорта на федеральных автомобильных дорогах Татарстана. По прогнозам синоптиков, за 2 дня в Татарстане выпадет почти треть месячной нормы осадков. Погода обусловлена атлантическим циклоном. Он принес в регион метели и пониженное атмосферное давление. Госавтоинспекторы Татарстана предупреждают: на дорогах сильные заносы и плохая видимость, и рекомендуют без крайней необходимости не выезжать за пределы города. Все экстренные службы республики, а также работники здравоохранения и Роспотребнадзора должны перейти на усиленный режим работы. Такое поручение президент Татарстана сегодня дал руководителям министерств и главам муниципалитетов на традиционном субботнем совещании. Ситуация с коронавирусом по-прежнему напряженная, число заболевших растет, но по-прежнему не во всех организациях соблюдают антиковидные меры. Оштрафовано уже более 800 из них. Сумма штрафов около 10 миллионов рублей. В какой сфере работники самые дисциплинированные, а где нарушений больше, готова рассказать Юлия Гоголева. Все так же частой причиной заболеваний служит внутрисемейное заражение. Озабоченность руководителя управления Роспотребнадзора можно понять. Впереди долгие праздники. Это значит, жители будут активно контактировать, посещая людные места. А вирус не думает ослабевать. Доля ковидных пневмоний увеличилась на 46%. Но тяжелых случаев среди них стало меньше на треть. Уязвимой группой остаются лица старше 65 лет. Заболеваемость в этой группе выросла на 71%. Поэтому данной категории следует ограничить круг контактов. Поэтому от новогодних визитов к родственникам в возрасте 65+ в Роспотребнадзоре советуют воздержаться. Время для этого неподходящее. Заболеваемость COVID-19 среди детей в 8 раз ниже, чем у взрослых. Но ребенок может быть переносчиком вируса. Рустам Минниханов в этой обстановке вопрос соблюдения антиковидных мер считает одним из главных. Во время праздничных дней призывает усилить работу всех экстренных служб, медицинских организаций и Роспотребнадзора. Важно соблюдать неукоснительно санитарную безопасность. Все предписания Роспотребнадзора. Все требования по недопущению формирования очагов инфекции. Лекарства, все, что необходимо, мы деньги выделили, они уже поступили. Запас индивидуальных средств защиты. Ну и доставка лекарств для пациентов с ковид. Все, что нужно, вся система должна работать. С начала года сотрудники Роспотребнадзора проверили уже 29 тысяч организаций. Нарушения нашли в каждой 10-й. Размер штрафов в общей сложности больше 10 миллионов рублей. Наиболее дисциплинированными оказались наши промышленные предприятия, среди которых доля нарушителей составила всего 1,5%. Наиболее часто нарушения выявлялись в частных медицинских организациях, объектах бытового обслуживания населения, в системе общественного питания. 37 предприятий после проверок Роспотребнадзора вынуждены были закрыться. У кого-то на устранение нарушений ушло 5 дней, у некоторых все 90. Юлия Гоголева, ТНВ, Казань. Для тех, кто на передовой, сегодня Рустам Минниханов вручил ключи от новых автомобилей для сельских больниц. Автопарк первичного звена пополнили 88 машин отечественного производства, как легковые, так и внедорожники. Транспорт закуплен на средства федерального бюджета в рамках национального проекта здравоохранения. Рустам Минниханов поблагодарил всех медиков, которые сейчас на передовой борьбы с коронавирусом. 2020 год показал, насколько система здравоохранения была готова к этому вызову. Хотел бы пожелать, чтобы на самом деле транспорт облегчил работу на местах.
Президент республики добавил, что в следующем году систему здравоохранения пополнит еще 500 автомобилей. А эти новые машины уже сегодня отправились в районы, где заступят на дежурство. Нагрузка увеличилась кратно, поэтому очень нужны автомобили. Но будем надеяться, что поможет нам справиться со всеми вызовами сегодняшнего дня. Иногда время идет на минуты, на секунды, поэтому очень важно своевременно доехать. И это большая помощь. 101-летняя жительница Татарстана победила коронавирус. Сегодня Марьям Надершину выписали из республиканской инфекционки. 8 дней медики боролись за здоровье пенсионерки. Как признаются врачи, с такой возрастной пациенткой они столкнулись впервые за время пандемии. Но благодаря оптимизму и боевому характеру бабушки болезнь осталась позади. Секрет здоровья у долгожительницы спросила Наталья Мезина. Красной зоны Марьям Хузеевну провожает сегодня весь лечащий медперсонал. А в холле бабушку встречает любимая внучка и целая толпа журналистов. Вам спасибо большое. Какие дела подняли, столько времени теряли из меня. С этим неугасаемым оптимизмом Марьям Надершина уже целый век. Пережила Великую Отечественную войну, больше 40 лет проработала на Казанском пороховом заводе. Работал в заводе, не выходя 36 лет. Это же вредный завод. И то не влиял. Значит, здоровый, хороший был. Здоровье у Марьям Хузеевны и правда оказалось крепкое, говорят медики. В инфекционную больницу ее привезли 18 декабря. Первое время подключали к кислороду. Круглосуточную помощь оказывали и терапевты, и хирурги. Столетняя пациентка стала первым случаем для врачей такого возраста. К бабушке относились как к хрустальной вазочке, шутят медики. Учитывая то, что возраст ей 100 лет, конечно, КТ-1 это тоже для такого возраста может быть критичным. Все-таки здоровье у нее крепкое, поэтому и на выздоровление, на поправку она пошла быстро. Очень позитивный, жизнерадостный. И когда с ней общаешься, это столько энергетики, что охота уже бежать к другим больным, лечить их. И даже ставили в пример ее. Накануне Марьям Надершина отметила уже свой 101-й день рождения. Поздравления и цветы принимала от врачей в палате. Ее поздравил и Рустам Минниханов. В своем инстаграм президент пожелал крепкого здоровья и поблагодарил врачей инфекционной больницы за работу. Земной поклон, конечно, врачам. Молодцы, слаженно все так делали. Внимание было и забота, и постоянно на связи. Это очень помогало. Сейчас Марьям Хузеевна чувствует себя хорошо и постоянно шутит. Новый год они встретят большой семьей. У бабушки 2 детей, 5 внучек и 17 правнуков. Наталья Мезина, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. В честь героя Советского Союза Бориса Кузнецова в Татарстане установят бюст и назовут улицу. Об этом в своем инстаграм сообщил Рустам Минниханов. Сегодня Борису Кирилловичу Кузнецову исполнилось бы 95 лет. Он олицетворял собой Великую Победу. В память о герое будет установлен бюст на территории Казанской кадетской школы-интерната, и аллеей Победы в Лаишевском районе его именем будет названа улица, написал президент Татарстана. Напомним, Борис Кузнецов скончался 12 ноября, несмотря на преклонный возраст, 94 года. Он до последнего был активным участником ветеранского движения. К другим темам. Чемпионкам слава. Сегодня в Кремле чествовали женскую волейбольную команду республики «Динамо Ак-Барс». Уже традиционно Рустам Минниханов вручил им награды за достойные победы. В этот раз повод особый. Они стали 6-кратными обладателями Кубка России. С чемпионками пообщался Рамиль Шайдуллин. Ликуют, команда плачет от счастья, в воздух летят блокноты и планшеты. Это первые секунды после гола победного для казанского «Динамо». Очень красивый, серьезный подарок в рамках нашего столетия республики. Вы завоевали кубок и обрадовали нас очередной вашей победой. Сегодня их чествуют в Кремле, и здесь команда совсем не похожа на себя на поле. Спортсменки сдерживают эмоции, хотя на решающей игре в Москве были и смех, и слезы. Здесь казанская команда одолела хозяев поля московское «Динамо». Как итог, копилка клуба пополнилась новым кубком. Самый новый трофей еще и самый большой. Вот он, кубок российского финала чемпионата памяти легенды волейбола Гиви Ахваледиани за абсолютную победу в жесточайшей борьбе.
Евгения Старцева, капитан команды и автор основных голевых подач. Рустам Минниханов вручает ей медаль «Столетия ТАССР». Конечно, большая радость. Ну и немного усталости. Очень было много отдано физических, эмоциональных сил. Игра была непростая, но, конечно, радости намного больше. Медаль столетия и Саманте Бриссио. Спортсменка из Мексики всего год в казанской команде, но уже показала высший результат. Я действительно счастлива находиться в Кремле с президентом в полном составе. Здесь и игроки, и вся остальная наша большая команда. Такие моменты всегда волнительны и прекрасны. Главному тренеру сертификат на 3 миллиона рублей. Огромной благодарности вам лично, руководству республики нашей, спонсорам за ту поддержку, которую вы нам оказываете. Женская команда казанского «Динамо» сегодня шестикратные обладатели Кубка России. Но расслабляться не собираются. Уже 5 января прекрасных дам ждет новая игра. Рамиль Шайдуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Мечты сбываются. Рустам Минниханов сегодня исполнил желание 12-летнего Данияра Галиева. Мальчик мечтал прокатиться на настоящей гоночной трассе, о чем и написал в своей открытке на елке желаний. Сегодня Рустам Минниханов прокатил мальчика на машине КамАЗ-Мастер. Сам президент был пилотом, Данияр сидел на месте штурмана, а пятикратный чемпион ралли «Дакар» Эдуард Николаев в кресле механика. Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка пройдет завтра в Казани и крупных городах республики. Напомним, ее специально перенесли на воскресенье, так как субботу объявили рабочим днем. Всего же с начала осени в Татарстане организовали 15 сельхозярмарок. Доход от них составил более миллиарда рублей. Огромную благодарность сельчанам и всем тем, кто занимается организацией ярмарок, сегодня выразил министр сельского хозяйства Марат Зябаров и президент Татарстана. Обеспечить занятость детей. Ярмарки очень нужны. И они, во-первых, дают возможность на выбор получить возможность купить качественную продукцию, животноводство, там, растениеводство, какие-то поделки. Это огромный труд тех районов, которые организовывают ярмарки. Это очень такая кропотливая работа. Итоги парламентской работы в уходящем году сегодня подвел Фарид Мухамедшин. Как он отметил, пандемия наложила отпечаток на работу законотворцев. Пришлось осваивать формат онлайн-заседаний и работать над непростым дефицитным бюджетом. 2020-й оставил и много вопросов, которые нужно решить в будущем. Это и сложный бюджетный процесс, и изменение республиканского законодательства в русле поправок в Конституции страны. Ждать ли переименования должности президента Татарстана и изменится ли название Госсовета Республики, узнал Дмитрий Аринин. Критически оценивать вам, но я скажу, что это был бюджет. Так, по мнению Фарида Мухамедшина, в этом году из более 200 вопросов работы парламента самым сложным было принятие бюджета республики. 40 с лишним миллиардов недополучили в бюджет текущего года и заложили бюджет с дефицитом 7 миллиардов рублей на будущий год. Это был очень документ серьезный, который требовал детального обсуждения, как в этой ситуации не снизить жизненный уровень населения, как выполнить все программы, которые президент республики сохранил и передает на следующий год, продолжение их. Наследством этого года для 2021-го станет работа по изменению республиканского законодательства и Конституции в русле поправок в основном законе страны. Вопрос по президентству нигде ни в каком законе не рассматривается. Права субъектов остались нетронутыми в части названия высшего должностного лица и парламента, представительного органа власти. Госсовет появился в Российской Федерации, конституционный орган, но не государственный орган. Поэтому мы, я думаю, не будем менять название. В плане работы Госсовета будет вопрос упразднения Конституционного суда республики. Напомним, по новому основному закону страны все конституционные и уставные суды субъектов должны прекратить свою работу до 2023 года. Мы будем работать над тем документом, который предписан, и реанимируем Конституционный совет при парламенте Республики Татарстан. Не имеем мы права ущемлять права людей по доступности защите своих конституционных прав. В будущем году предстоят выборы в Госдуму. Как заявил Фарид Мухамедшин, Татарстан намерен сохранить свое широкое представительство. Сейчас в Думе 15 единороссов республики. Кто бы ни был избран от Татарстана, любой политической партии,
Мы будем с ним сотрудничать и работать во благо жителей и избирателей нашей республики. Нам общий счет важен. Иванов, Петров, Ахметов, Сидоров – это татарстанцы. Они представляют и свои избирательные округа, и республику родную. Выборы в Госдуму должны состояться 19 сентября. Центр избирком республики уже начал подготовку. Будут задействованы более 20 тысяч человек. В план же работы Госсовета на 2021 год уже внесено более 30 законопроектов. Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Сегодня в Казани завершился международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Показали 8 спектаклей в исполнении артистов театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, кремлевского балета, труппы Бориса Эйфмана и приглашенных актеров. В этом году акцент на российских исполнителях. Что необычного в этом сезоне на последнем спектакле побывала Лилия Кашфарова. Мы находимся в зале, и люди в нарядных масках уже начинают занимать свои места. Заполняемость зала ограничена до 50%. Несмотря на это, фестиваль посетили почти 500 человек. Заключительная постановка «Анна Каренина». Выступает труппа Бориса Эйфмана из Санкт-Петербурга. Мы уже приезжаем сюда третий раз. Это все-таки фестиваль такой, он уже давно идет. С театром Эйфмана, да, третий раз были. В прошлый раз мы Чайковский перевозили. Думаю, что до нас были тоже звезды мирового балета Иван Васильев. Там я видел вас в интернете. Это уровень такой, что звезды приезжают. И мы готовились, я думаю, где-то с начала декабря. После пандемии было очень волнительно выйти на сцену. Но одновременно это очень такое долгожданное событие, и выступить на таком фестивале – это большая радость для нас. Для многих почитателей Нуриевского необычно, что в фойе стоит елка. Под Новый год фестиваль проводят впервые. Традиционно он проходил в мае, но в этом году из-за пандемии был под вопросом и стал возможным только под конец года. Это мероприятие – одно из главных событий балетной истории. Билеты раскупили за неделю. Здесь очень много барышень в безумно красивых масках. Это какая-то новая реальность. То есть ты ходишь, и ты улыбаешься всем, но никто этого не видит. Никто этого жалко, конечно, потому что очень хочется видеть. Вообще прекрасно. Я ни разу такого не видела, чтобы живая музыка играла нигде. Даже в Большом я такого не видела, чтобы играла живая музыка до начала. Настроение вечернее, но маски, конечно, тоже вносят свой атрибут. Читали произведения, смотрели фильм, а балет первый раз посещаем. Скоро Новый год, то есть все равно праздничное настроение присутствует. Соответственно, и позитивное настроение. Во время ожидания и в коридоре живая музыка. А вот выступление гостей из Москвы и Питера под фонограмму. Кремлевский балет, труппа Бориса Эйфмана и театр оперы и балета Мусы Джалиля за 10 дней в Казани показали 8 спектаклей. Среди них «Спящая красавица», «Дон Кихот» и национальный балет «Шурале». Лилия Кашфарова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Вылепили настоящее произведение искусства, а заодно и очистили город от снега. В Бугульме мастер-энтузиаст слепил огромного снежного быка. На символ года ушло ни много ни мало – 35 КАМАЗов снега. Но этот бык не единственный. Сейчас районы соревнуются, чья снежная скульптура станет самой лучшей. Символы года собрала Филюза Хамидуллина. Чтобы создать фактуру быка, пришлось использовать много инструментов. Сначала бензопилой придал форму, затем работал лопатой. Чтобы получилось точь-в-точь, как на эскизе, использовал и скребок, и декоративный топор, рассказывает Ильназ Кунакбаев. Он автор снежного быка, который уже стал изюминкой Бугульмы. И снег был плотный, работал как шахтер. Бензопила помогла. Резали большие куски, дальше лопаты гнулись, ломались. Сделать снежного быка в центре города – идея главного архитектора. Эскиз нарисовали за день, а вот снег пришлось собирать со всей Бугульмы неделю. Привезли 35 КАМАЗов. После того, как мы выставили опалубки, сразу же начали на всех предприятиях, там, где есть, так скажем, большие парковки, с полей тоже, то есть с водоемов, возить снег. Теперь это самая большая фигура снежного быка в республике. 4 метра в высоту и 6 в длину. Чтобы создать объем и выделить мускулы, пришлось использовать специальные краски, говорит мастер. Трудился над этим целую неделю. Результат превзошел ожидания. Краской надо было угадать. Вот это, когда брызгаешь маленьким пистолетиком, как говорится, мышцы вырисовываются, объем появляется. За лучший символ года соревнуются почти все районы республики. Красный бык в Зеленодольском районе, а Вознакаево самый грозный. В Арском районе объявили конкурс на самую лучшую скульптуру. Теперь в каждой деревне свой бык. По всем объектам культуры, образования, спорта и по всем социальным объектам мы делаем такие у нас фигурки. Вот в этом году символ у нас года, год красного быка.
чтобы люди могли сфотографироваться, прийти с детьми вечером, погулять. Теперь в соцсетях бурно обсуждают, чей же бык самый красивый. Получилось, что мы зеленодольскому быку наш поставили лучший. Учитывая, что снега в этом году мало, мастерам полагается премия, шутят жители. Сегодняшний снегопад в помощь, а значит, таких фигур станет еще больше. Филюза Хамидуллина, Салават Мухаммадуллин, Ирик Хавибуллин, Игорь Романов, ТНВ, Бугульма, Арск. Сказочные персонажи, яркие фотозоны и праздничный салют. В Нижнекамском парке нефтехимиков открылся новогодний городок. Нижнекамск нефтехим приложил все усилия, чтобы мероприятие запомнилось жителям надолго. В непростой 2020 год все так соскучились по праздникам и встречам с друзьями, что с радостью в снежный декабрьский вечер пришли на открытие елки в парк нефтехимиков. Традиционно наша елка нефтехимиков собирает много друзей вокруг. Дорогие друзья, с удовольствием я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Давайте поскорее проводим этот високосный год. Гостей праздника встречали артисты Московского уличного театра. Они перенесли нижнекамцев в сказочную атмосферу яркого европейского карнавала. А рядом развернулась настоящая ярмарка, где запахи выпечки смешались с ароматами шашлыка. Очень хорошо, очень прекрасно все. Кинокомбинат для людей постарался. Ой, замечательно, очень все нравится. Спасибо большое за организацию. Я заточил тебя в ловушку. Сказочная постановка, выступления танцевальных и вокальных коллективов радовали горожан. И какой же Новый год без подарков? В качестве главного от Нижнекамска нефтехима всем горожанам праздничный салют. Небо города озарили тысячи огней. Салют, как красиво было. В этом году был самый красивый салют из всех, которые мы видели. Да, было хорошо. Особенно в конце. По всему парку гостей веселили аниматоры, сказочные герои и костюмированные персонажи. Не обошлось и без символов хоккейного нефтехимика, волка и каучонка. А для маленьких гостей праздника нефтехимики соорудили целый ледовый городок. Дети в восторге. Было весело, очень интересно, бегать. О, как классно! Мы очень любим этот каток. Здесь мы уже какой раз, то есть каждую зиму сюда вот ездим. Все супер, все красиво, все очень здорово сделали. Мы покатились на лошадке только что первый раз. Согревались гости и энергичными танцами. Для них выступила женская вокальная группа «Юки» из Казани. Музыкальную волну подхватила новогодняя дискотека от столичного диджея. Завершился праздничный вечер поздравлениями от Деда Мороза и Снегурочки. Новым годом! На этом наш выпуск новостей заканчивается. Далее о погоде и до встречи. Всего вам доброго. Мягкий мороз и снег – вот что обещают синоптики на воскресный день. Но об этом позже. Время новогодних подарков от Данил Мастер. Только до 31 декабря при заказе кухни обеденный стол в подарок. Данил Мастер. Телефон в Казани 2-167-166. Что значит жить лучше? Ценить то, что имеешь, но всегда стремиться к большему. Превращать свои ресурсы в возможности, а возможности в результаты. Чтобы каждый твой новый день был еще лучше предыдущего. Потребительские кредиты с выгодными ставками от Акбарсбанка. Живите лучше. Спонсор выпуска ПАО «Акбарсбанк». Живите лучше. По данным сервиса Яндекс.Погода, в воскресенье жителей Бугульмы, Бавлов, Аснакаева ожидает теплая и снежная погода. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге ночью снег, местами сильный. Днем небольшой снег и значительное потепление – -1. Не обойдется без осадков и в Агрызе, Менделеевске, Актаныше, особенно в ночное время. В этом районе также потеплеет -3. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси ожидается снежная ночь и повышение температуры. Днем без существенных осадков. На юго-западе, в Болгаре, Држаном, Буинске столбики термометров устремятся вверх. Пройдет снег. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше также выпадет снег, ночью метель. Столбики термометров покажут -2. Очень теплый циклон принес с собой снег и значительное потепление. Но ненадолго. Уже в понедельник осадки прекратятся и подморозят.
Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза. Без операции, с помощью одного укола. Прямо сейчас запишитесь на прием в «Доктор Ост» за полцены. Спешите выбрать новогодние подарки любимым в сети ювелирных магазинов «Изумруд». Только до 31 декабря скидки до 60% на все ювелирные украшения из золота и серебра. Подробная информация во всех магазинах «Изумруд». В воскресенье в Казани будет облачно, ночью снег, местами метель и около 6 мороза. Днем пройдет небольшой снег и 2 градуса ниже нуля. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы, влажность воздуха высокая – 90%. Магнитное поле Земли спокойное. На дорогах сохраняется гололедица, будьте внимательны. И еще одна полезная информация. Избавьтесь от варикоза навсегда, быстро и без боли. В клинике лазерной хирургии варикоза нет на Достоевского. Вздувшиеся вены, отеки, тяжесть в ногах – это признак варикоза. Образование тромбов – его грозное осложнение. Но решение есть. Диагностика у флеболога СУЗИ всего 750 рублей. Клиника «Варикоза нет» на Достоевского. 212 20 40.